О хорошей жене сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха: хорошая жена лучше мирской жизни и всего, что в ней. А каким образом определяется хорошая жена? Тем, чтобы в первую очередь она исполняла свои фарзы. А какое же место занимает женщина в исламе? Женщина в исламе занимает важное место. Если жена будет хорошей, то многие проблемы будут решены. Но зависит ли от них самих, чтобы они были хорошими? Нет, это зависит от опекающих их мужчин. Мужчины являются попечителями женщин, говорит Аллах в Священном Коране. Будь это отец или брат, они должны воспитать ее. А затем, после того, как она выйдет замуж, муж является ее попечителем. Муж должен обучать ее. Муж должен сделать ее хорошей женой и помощницей для себя. Должен обучать религиозным знаниям и разъяснять запретное. Если же она один раз совершила какую-то ошибку, или сказала что-то не то, или совершила какую-нибудь другую оплошность, если ты в эту же минуту готов ударить, избить, развестись, думая, что поступаешь мужественно, так это никакое не мужество. Над кем ты одержал верх? Верх, взятый над женщиной, не является таким уже большим достижением. Достижением будет тогда, когда ты сделаешь из нее хорошую, покорную жену. «Живите с ними достойно», говорит Аллах в Коране. Вы живите достойно. Что в это входит? В первую очередь, наставлять ее. Если же она не принимает наставление, если не понимает после многократных слов, если не понимает после того, как поругали, то оставить без внимания. Если и после этого не понимает, можно ударить, но не переходить границы. И каждый из этих методов имеет свой эффект. Наставление, замечание, оставление без внимания, побивание. Все это идет поэтапно. Великий ученый, вали Аллаха Абдулла Шаарани, говорил: когда жена начинала меня ослушаться, я видел в зеркале себя, ослушающегося повеления Аллаха. Когда жена и дети ослушались, он видел себя, ослушающегося Аллаха. То есть, ты не прощаешь ее, но в то же время хочешь быть прощенным Аллахом. Но ведь ты также совершаешь грехи. Что бы ты делал, если Аллах уничтожал бы тебя за твое упущение или оплошность, подобно тому, как ты выставляешь ее на улицу за малейшую оплошность? Что бы ты тогда делал? Ведь мать проводит больше времени с детьми. Она воспитывает своих детей в имане и исламе, обучает их этикету. Умная женщина поддерживает мир и согласие среди многих людей, а неразумная женщина нарушает мир и согласие среди многих людей. В прошлые века хорошие женщины не готовили еду без омовения. Утверждение, что еда, приготовленная в состоянии ритуального омовения, не влияет на иман, не совсем верное. Ведь это невозможно, чтобы еда, приготовленная именем Аллаха в состоянии ритуального омовения, поминая Аллаха, не была благодатной. И еда, приготовленная женщиной без омовения, с обидой в душе и злостью в душе, не есть одно и то же. И нет сомнений, что в еде, приготовленной без обиды и злости в душе, есть польза. Всевышний Аллах говорит в Коране смысл: «Вкушайте чистое». И сказано, что первое значение слова «чистое» — это дозволенное, халяльное, а второе — это приготовление еды с именем Аллаха в состоянии ритуального омовения.